Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Аспекты Башкортостана» в прямом эфире. У нас программа «Аспекты мнений». И сегодня долгожданный состав, по крайней мере, исходя из того, что писали нам наши подписчики и зрители. С нами здесь Ростислав Мурзагулов, общественный деятель, журналист, пиарщик, человек широкого профиля, назовем его так, и Айгуль Леон, активистка Башнацдвижения, омбудсмен башкирского народа. Я ведущий Руслан Валиев. А вы, дорогие друзья, можете нам присылать комментарии и вопросы в чате нашей трансляции, которая идет в Ютубе и также в Телеграм-канале нашего медиапроекта. У нас не так много времени, поэтому постараемся провести встречу динамично. Почему встреча состоялась? Вообще желание, как я понимаю, было таким накопительным итогом с разных сторон. Но вот я со своей стороны вижу смысл в том, чтобы находить общие знаменатели представителям одного народа, одной республики в это трудное время, когда мы оказались в разных частях планеты буквально, да? Но в конце концов, так или иначе, представляем себя и отождествляем себя с родной республикой Башкортостан. Айгуль, мы с вами последний раз встречались, и я тогда уже вопросы задавал про Ростислава. Вы сказали, что есть сомнения определенные. Можете как-то сейчас коротко, может быть, повторить их, или, может быть, что-то новое добавить к тому, что вы сказали. Почему не получается, или почему вы не готовы, вы лично или Башнацдвижение в целом, начать совместную работу с Ростиславом Мурзагуловым? Добрый вечер по вашему времени, получается, Ростислав, Руслан. Да, у меня утро, надеюсь, оно будет добрым. Основные претензии у нас к уважаемому Ростиславу. Вот хочу прочитать сообщение, которое мне буквально перед началом эфира отправил один из соратников. Мне непонятна его позиция по Куштау. Он продолжает обвинять людей, но ведь главное, разработку горы, которая фактически уже началась тогда, вырубали лес, бурили, мы смогли остановить. В чем его претензия? Он считает, что было бы лучше, если Сода все же уничтожила Куштау. Этот один. Вторая претензия – это со стороны Ростислава подача доноса ФСБ и Следкому на руководителей организации «Башкорт» Руслану Габасову и, если я не путаю, Ильнар Галин, наверное, имеется в виду. Галин, да. Угу. Вот эти два вопроса. Это же, если вы хотите действительно как-то наладить отношения, вот эти вопросы нужно решить. Что вы скажете? А я писал донос на каких-то активистов? Да, вы писали. Я увидела покажите мне этот донос. Есть такое мнение. Так. Хорошо, я вам скину материал, я скину Руслану материал, вышедший в Башинформе. Донос-то скинете? Не донос, это Башинформ писал, что вы написали заявление. Башинформ много чего писал. Вот, ну, видимо, имеется в виду, что под вашим чутким руководством, да. Вот да, это я председатель совета директоров не руководит Башинформом. Председатель совета директоров утверждает раз в год собрание совета директоров. Ну, Ростислав, мы же понимаем, что в те времена можно было по звонку, по тычку, по сообщению... Не, Руслан, в те времена там были опросы, да, там, в которых я переходил с 3-го на 4-е место постоянно по рейтингу влияния в Башкортостане. Вот, и понятно, что я много чего мог порешать, да, и я, конечно, мог это сделать. Если вы про ту историю, когда эти ребята устроили травлю прекрасной хорошей девочки, которая нарисовала достаточно такие провокационные рисунки, может быть, они кому-то могли не нравиться, но то, что они устроили, то, как они ее в петлю загоняли, это было совершенно ни в какие ворота. И я просто сказал, что это отвратительно, что это ни в какие ворота не лезет. Да, возможно, кто-то это воспринял как наезд, но ради бога, я до сих пор остаюсь при этом мнении. Я считаю, что то, что они делали, было отвратительно, что вот эти попытки навязать свое какое-то видение того, как люди должны рисовать, какие платки носить и так далее, как бы меня это не устраивает. Башкортостан, я считаю, должен быть светским. И если кто-то будет пытаться вот так вот регулировать, да, кому что рисовать и кому что носить, то я буду по-прежнему возражать против этого. Это вы мне рассказываете, которые с короткими волосами и без платка?
Нет, я И без про вас религии ничего такого не совершенно. говорю, но Да-да-да. если вы просто не знаете, Айгуль, я вам могу рассказать, как бы, да, в чем была причина того моего конфликта с этими вот ребятами. Они устроили натурально травлю в художнице Алены Савельевой, которая нарисовала с башкирскими мотивами рисунки, в которых был определенный момент эротизма. Но если вы считаете, что башкиры не занимаются сексом, то это ошибка. Я башкир, и я им занимаюсь, например. Думаю, что и вы занимаетесь тоже все. Если у меня двое детей, скорее всего. А что по поводу 100%. Куштау? Руслан, мне отвечать уже или как? Да-да-да, Насчет конечно, Куштау? конечно. И давайте этот вопрос как-то закроем по возможности. Да, Айгуль, смотрите, давайте так. Куштау – это отвратительная история со всех сторон. Куштау – это история перехода последнего актива, который давал большую добавку к башкирскому бюджету. Это вот была история перехода этого актива к вот этим самым путинским кентам, питерским и московским. В этой истории вольно или невольно поучаствовали многие наши с вами друзья и знакомые. И у меня тоже много друзей и среди башкирских нацдвижений, и среди либеральных движений, и в ФБК тогдашнем у меня было много друзей. Руслан вот здесь сидит, он не даст соврать, что я и финансировал кое-какие проекты, которые работали на либеральную мысль, и считал это правильным. Я еще раз скажу, что я как бы со слов только это знаю, но не видел. Окей. Ну, ты можешь это всегда уточнить, ты знаешь, у кого спросить, да, кому я, собственно, отправлял средства, которые непосредственно из моего кармана шли на финансирование хороших, либеральных, важных проектов, где в том числе и меня посылали и поливали с утра до вечера, я только сидел и радовался. Значит, смотрите, по поводу Куштау, еще раз, часть активистов там просто не знала о том, что происходит. Большая часть, наверное, я уточню, если можно, да? Подавляющее большинство людей участвовали там по зову сердца. Это факт, мне кажется, неоспоримый. Может быть подавляющее большинство, может быть просто большинство. Ну, разумеется, точно, я понимаю. Из 15 Руслан, тысяч там или сколько, да. Ага. Да, Руслан, но при этом мы же с тобой тоже не дети, да, и мы понимаем, что когда собирается так хорошо организованная какая-то история, мы понимаем, что финансирование есть. И Не сейчас, факт, когда не все факт. это перешло 100%, подожди, Руслан, есть конкретные вещи, есть ГСМ, есть пошив, значит, флагов, значит, создание другой атрибутики, есть раздача там черенков от лопат, есть все вот это вот. Ты не можешь сказать, что это все возникло вот так вот из-за воздуха. 3000-метровый флаг кто сшил? Расскажи мне, пожалуйста. Активисты скинулись? Это еще при Хамитове, по-моему, там Какая разница? Я еще раз объясняю, что все это были звенья одной цепи. Люди пытались забрать последний актив себе, последний башкирский важный и хороший актив, и они поступили вот так. Они зашли через народный протест. Это хорошо. Ростислав, мы же эту историю слышали и читали. Я понимаю. Это очень важно. Ага. Айгуль меня обвинила, я должен ответить. Смотри, эти мерзавцы, Ротенберги, при участии Игоря Сечина, о прямом участии которого я сейчас расскажу, кто мне сообщил, это прямой близкий родственник этого самого Сечина. Так вот, соответственно, эти люди подкупили, я уверен в этом, товарища Леонида Волкова, который для него совершенно не пахнут никакие деньги, ему все равно у кого брать, хоть у Фридмана, хоть у Сечина, хоть у Железняка, его на этом много раз уже поймали. И тогда тоже организационная роль была ФБК очень большая. Но, кстати, Лилия Чанышева почему-то не очень хотела в этом участвовать. И даже на главные протесты она придумала себе командировку, уехала куда-то в Сибирь. Да? Чего бы там ей делать, казалось бы, да, руководитель. Там выборы были, ФБК. скорее всего. Да, я не уверен. Согласись, когда идет такой важный протест, как бы, да, ну какие отъезды? Я думаю, что она уехала просто, чтобы не запачкаться. Потому что, наверное, она не участвовала в этих вот финансовых блудниках волковских. Теперь, значит, естественно, там, когда организовывалось все это дело, как бы, да, и когда люди ходили и собирали народ, в том числе собирали организаторов, еще раз, я не знаю доподлинно, присутствовал ли Габбасов среди тех, кому давали деньги, или присутствовал ли среди них Эльнар Галин. Может быть и нет, может быть они те самые наивные, просто хорошие ребята, которые решили пойти гору спасать. Но так или иначе, там была ситуация, когда хотели забрать актив под себя Ротенберги с участием Сечина. Почему с участием Сечина? Когда история вся эта началась, лично мне, я сидел у себя в кабинете, в уфимском своем кабинете, в Белом доме. Ну, почему-то вот дали мне кабинет в Белом доме. И, соответственно, мне звонит туда Тимирбулат Олегович Каримов, который является внуком Мустафы Сафича, значит, Мустая нашего Карима, с которым у меня были очень теплые, хорошие отношения. Я вынуждена буду вас перебивать, потому что я это уже много раз слышала, вы много где выступали. У меня только Но почему на вас это не оказывает никакого влияния, Айгуль? Ну, прокомментируйте это. Вот у мне меня звонит два вопроса. зять Сечина и говорит, отлезь от этой темы, это правильная история, ФБК и Башнацдвижение делают хорошую вещь, они хотят, чтобы
это все перешло в руки более я ведь ответственных тоже, акционеров. вы слышали, все у понятно. меня Вы один даже вопрос. так. Но никто из вас не Хорошо. комментирует этого, Руслан. Все-таки у меня два вопроса. Во-первых, если вы утверждаете, что Ротенберги – это люди Путина были, чтобы отобрать Куштау, а вы с Хабировым были против этого, вы что, выступали против Путина, что ли, получается? Я выступал против того, чтобы у Башкортостана забрали тот актив, который давал нам плюсом к бюджету от 5 до 7 миллиардов ежегодно. Против Путина? Я понимал, да, сейчас я не против Путина выступаю. Ну, вот вы сейчас-то Я- уже я на том- переобулись. Я на том мероприятии, я переобулся. Я в своих башмаках как ходил, так и хожу, между прочим, в отличие от некоторых. И я в каких башмаках был, в таких и есть. И я свои все Меня вы проблемы не получил можете. тогда с Меня этими вы не чекистами, можете. с мусорами. Я получил все эти проблемы тогда, потому что я всегда говорил то, что думаю. У меня проблемы с мусорами были в кабинете у Палагина, которого Путин отправил Крым покорять в 2014 году. А я сидел у этого Палагина в кабинете в 2011 году, когда я был вице-губернатором Башкортостана по внутренней Друзья, политике. я понимаю, Это мне говорят кажется, терминология надо за скобки российской. вынести эти Руслан, вещи. я договорю, она меня обвиняет, я ей отвечу. Ну вот Я вы, мне тогда кажется, не не в ту Я сторону не- я двигаетесь. вопрос этому задала, подонку. не надо, не надо. Я тогда еще с 2011 года мразям этим ФСБшным говорил правду в глаза, в отличие от многих. Хорошо, И но я мне тогда кажется, не получил все это суть проблемы с проблемы ними. сейчас, друзья мои. Смотрите, это может было, может не было. Хорошо, тут есть две точки зрения, по-моему, они Палагин непримиримы. живой еще, Дело идите же не в спросите этом. его. Дело не в этом. Люди, я так понимаю, вот то, что Айгуль пытается донести, обижаются, мягко говоря, на то, что те, которые шли по зову сердца, тогда огребли от Башинформа, от Ростислава. Они шли по зову сердца. Бог с ними, с теми, кто за деньги. Может быть. Но мы-то шли по зову сердца, нас тогда поливали грязью. И вот мы, условные, хотим как бы услышать за это дело, ну как бы извинения, что ли. По-моему, все. Больше ничего не требуется в этой Хорошо, истории. хотели услышать извинения? Давайте слушайте тогда. Я извиняюсь за то, что я плохо вам объяснял, что вы вели себя как идиоты. Ну вот опять. Я извиняюсь за то, что я не достучался до вас и плохо объяснял. Я намекал, изнамекался. Ребята, все вы сделаете гораздо хуже. Эти все кефиры, эти все люди, которые из Москвы приехали, они заберут к чертям здесь все. Они засрали там все уже. Они забрали все. Они там сделали так, что у тебя там ребенок астмой болел, а за границу переехав в сердце Европы промышленный не болеет. Понятно, что эти все Понимаешь? люди, как бы, к ним вопросов никаких, в том смысле, что Так клейма я ставить вам негде. намекал на это. Я говорил, что вы делаете хуже. Я говорил, что вы сделаете в итоге хуже. И природе сделаете хуже, Вы и уже- бюджету сделаете вы хуже, и уже народу поняли. хуже сделаете. Смотри, ну пока Ростислав, Куштау у не меня разрабатывается. Вторая ремарка насчет там всех купили, всех продали, да? Я не сказал всех, я сказал часть. А вы не предполагаете, что кто-то может действительно за идею идти? Потому что вот я, Я например... сказал, что часть шла за идею, возможно, большая Но часть. Я сказал вы это. же не можете утверждать, что вот народ Урняка, да, деревни, они что, за деньги шли? Или другие? Я сказал, что часть шла за идею. Я сказал это в самом начале своей речи. Ну, давайте мы друг друга слушать будем, если, может, Ну, сели вот я побеседовать. пытаюсь вас перебить и хоть вовремя задать вопрос, вы мне не даете. Нет, ну я отвечаю на ваш вопрос, Ну, а сейчас, когда ставить ответил, не сижу, даете. молчу себе и слушаю вас. Мне кажется, вообще, как бы, если все-таки вынести за скобки то, что я пытаюсь всячески вынести, и не только сегодня, а еще до этого, прийти к тому, что 95% людей это делали искренне, и эти люди, мягко говоря, таят обиду. Вот и все. Вот это надо как бы вот разрулить, и мне кажется, дальше будет гораздо проще. Не пытаться доказать, кто там кому что пытался подмигивать и Руслан, так мы далее. с тобой два человека, да, я согласен, да, ты был как бы там, как бы в составе тех людей, которые в итоге невольно или вольно помогли Ротенбергам и Сечину отобрать Да. последний башкирский актив. Да. Ты был в тех рядах. Я был в тех рядах, кто знал, что это Ротенберги и Сечин забирают себе последний актив. Вот смотри, мы с тобой сейчас встретились, да, вот мы сейчас в эфире сидим, я уж не знаю, прямой он, не прямой, неважно. Прямой. Что? Прямой, да, люди пишут, комментируют. Ага. Прекрасно, прямой. Значит, хорошо, вот мы с тобой встретились лицом к лицу, да, и хорошо, я готов сейчас признать, что да, я бываю резок. Когда я вижу, что люди делают какую-то бредятину, я им говорю, вы ведете себя как идиоты. Я говорил о том, что в том числе там присутствуют люди из тех движений, которые мне не очень нравятся, да. Я называл их грубыми словами, скорее всего. Я делал это для того, чтобы все как-то охолонули и поняли, что делают не то. Но скажи мне, пожалуйста, Руслан, вот я сейчас сказал, да, признал, что я часть своих, значит, дел делал в жизни неправильно. А скажи, пожалуйста, а ты сейчас вот понимаешь, что вы все сделали неправильно, когда вы помогли Роторам и Сечину забрать? Ты знаешь, последний башкирский актив? я по другую
точку зрения на этот счет. Сейчас уже вообще не важно, кому это принадлежит. Как бы идет война, и совершенно плевать, да хоть марсианам пусть она принадлежит. Как бы сейчас это не имеет никакого значения. Я считаю, что этот спор поэтому в том числе как бы не важен. Сейчас важно как бы понять, кто был виноват, кто прав, в общем-то, примириться между собой и дальше двигаться ради другой цели. В общем-то, ради этого я и собираю этих людей, вот вас, в частности, сегодня здесь. Потому что уже, вот, ну, не важно, кто был тогда прав или не прав. Нет, самое Нет, ну главное... как же не важно, Руслан, подожди, 5-7 миллиардов для Башкортостана – это очень много. Потому Ну, что а сейчас эти деньги на войну пойдут на поддержку участников СВО, прости господи, зачем они нужны? Подожди, если бы эти деньги были в экономике, то, слушай, ну если бы хотя бы из-за этих денег на 10 человек меньше бы на войну ушло вот этих наших маргинализированных дураков из деревень, обманутых, тогда бы, ну, все равно же было бы лучше, согласись. Не знаю. Слушай, Куштау бы уже не было, так пока Куштау живой. Может быть, глядишь, слушай, как бы они до лучших засрут там времен. гораздо больше, чем Куштау. У нас много красивых мест. Они засирают там сейчас все. Мы с тобой разговариваем, а они засирают там. Ты знаешь, что Башнефть там вытворяет? Ты знаешь, что они в первый день, когда забрали, я-то это знал изнутри, они захерачили там вложения в основной капитал на 40%. Они на 40% в первую очередь снимали с экологических статей, чтобы мы там дышали всем вот этим вот. Это вот эти вот прекрасные люди. Я был на заводе через год на экскурсии, мягко говоря, не впечатлил он меня, да, было ужасное Слушай, впечатление. да у меня работал там близкий родственник, который умер там в конце концов, просто шел и умер. Угу. И все-таки, я понимаю, все это можно рассуждать, но у нас как бы другая цель. Мне кажется, вот по этой части нужно бы как-то все-таки, наверное, все-таки к чему-то прийти. Условно говоря, я понимаю эмоции того же Ростислава. Если все, как он говорит, и было, то я бы, наверное, примерно так же переживал бы насчет того, что меня не поняли в свое время. Ну, блин, поезд ушел. Как бы сейчас мы имеем в сухом остатке Куштау пока что живой. Есть шанс, что он еще дотянет до лучших времен, может быть. И, соответственно, тогда уже будем разбираться с Ротенбергом или там с кем угодно. Как-то так, наверное. Ну, разбираться-то, конечно, будем, да. И надо будет, чтобы все сестры по серьгам получили, конечно, это обязательно. Но имеется в виду, кто тогда все-таки участвовал в этом процессе? А кто же конечно, эти люди? Ну, они есть сейчас? Все те, кто... Да, я всех поименно знаю, кто все в этой всей пулечке, значит, это самое, поучаствовал, и кто там что получил. Как бы, ну, слушай, я же достаточно информированный был человек там. И остаюсь, кстати, тоже. Люди-то рассказывают, и звонят, и пишут. Угу. А, кстати, Понял. Ростислав, во время Куштау в 2020 году вы очень сильно поддерживали Давыдова. В данное время Давыдов, я услышала, что он просит политическое убежище в США. Как вы к этому относитесь? Ну, он мне тогда казался симпатичным парнем, и какие-то даже личные отношения начали возникать. Но сейчас, слушайте, у меня вообще тяжелейшее разочарование в жизни. И это, как бы, конечно, то, что мы с вами обсуждаем, это не так уж важно, в конце концов, для меня лично, да, в итоге. Потому что у меня вот таких вот, значит, разочарований в жизни из-за моего там 100% круга общения 95. И, соответственно, тяжелейшее разочарование мой бывший друг Радий Хабиров, который был порядочным человеком. Мы проходили тяжелые ситуации, мы проходили смертельные опасности друг с другом рядом, вместе, как бы, будучи, и не поступались принципами, даже несмотря на угрозу смерти, угрозу посадки, уголовных дел и так далее. Мы никогда не трогали семьи, например. У нас был принцип не делать так, чтобы принести кому-то физический вред. Потому что, ну, это мы считали неправильно. То есть мы занимались политикой. Да, если можно, у нас немного времени, вопрос как раз в эту тему, да? Немножко вспоминая Куштау, вот тот же Руслан, это Руслан спрашивает в чате. Кто отдавал приказ избивать защитников Куштау? Вы или нет? Если нет, то кто? Ну, ребят, вы дураки, что ли, совсем? Да или нет? Без длинных этих самых. Какое отношение имел к ментам-то, елки? Как я мог ментам дать команду? Серьезно, что ли? О чем речь-то? А кто все-таки это решал? Это условно Ради Хабиров или кто-то еще с Москвы? Да нет, это даже не Ради делал. Слушайте, там же это все было на самом деле большой такой партией, которую вела Москва. Ради, ну или он меня так разводил уже, либо тогда мы уже не были друзьями на самом деле, либо он на самом деле вот так убедительно сыграл удивление, когда ему дали команду, значит, сначала поддерживай, значит, соду, потом поддерживай, значит, антисоду, да. И вот он сидел при мне, значит, в воскресенье там на работе, и, значит, он мне говорит, вот мне позвонил там, и, по-моему, Кириенко назвал, я не помню, кого-то из очень больших богов, значит, и, соответственно, или Казак ли, по-моему, Казак там всем этим верховодил. И, соответственно, вот дали команду такую-то, такую-то, значит, я туда еду и как бы вот и так далее. Вот, а
он тоже как бы был поставлен перед фактом. Получается, там у них в Москве тоже была какая-то войнушка. Там, я так понимаю, был Мантуров, который крышевал вот тех владельцев соды. Там же среди них был Рапота, старый путинский Кент, да. Вот он как бы был среди тех акционеров, которые были там уже, да, вот Среди уже на старых. соде. Среди старых, да. Но этот Рапота, почему эта мразь КГБшная меня в этом смысле устраивала? Потому что эта мразь КГБшная отдавала 5-7 миллиардов дополнительно Башкортостану. Я понимал, что если придут Сечин и Ротенберги, они хрен лысый отдадут Башкортостану, потому что у них влияние в 10 раз больше, чем у этого Рапоты. И, соответственно, вот они там тоже грызлись. И, естественно, там то интересно, так, знаешь, там было смотреть, как сидит главный там ФСБшник. Это не Палагин уже, а какой-то там Серышев, что ли, там был. И, значит, Радий распинается и говорит, что вот так и так, там так хорошо организованный протест, это очевидно, там Навальнята там участвуют, ФБК, все ужас. Значит, ему Серышев отвечает, мы не участвуем, мы над схваткой. И Радий так выпучил глаза на него, на меня, и такой, в смысле, как вы не участвуете? А кто, я что ли должен разгонять? Я что ли должен заканчивать как бы вот эти вот мероприятия? Ну, тот говорит, ну, делайте, что хотите. Ну, Радий пошел делать, что хотите. Естественно, он там надуболомил и нахеровертил там кучу всякого дерьма. Когда они там с Азаматом Абдрахмановым там собирали каких-то тетушек, вот, которых ты не любишь. Я их точно так же не люблю, потому что я никогда, ты меня знаешь, я так не работал. Отправить кого-то бить – это не моя история, и поэтому не надо мне ее пришивать. Ну, это был вопрос и ответ, в общем-то, окей. Ну, мы помним, что это Хабиров. Я? Ну, так или иначе, Хабиров ответственность несет, как глава республики. Тут, мне кажется, отдавал он приказ или нет, не имеет значения. Так ну, ведь? нет, он, конечно, несет. Я его не защищаю. Слушайте еще раз, у него руки по локоть в крови сегодня. Он организовал это безумие. Он отправляет наших с вами земляков, в первую очередь самых лишенных вообще любого выбора, потому что люди живут в деревне, денег нет, ни черта нет, решения никакого другого быть не может, кроме навязанного начальством. И вот у него руки по локоть в крови наших пацанов этих глупых. И, соответственно, вот это как бы тяжелейшая история, которую, я не знаю, ему Бог не простит. А то, что касается тогдашних вот этих вот тетушек и то, как они с Азаматом отправляли людей бить, ну, это тоже грязная, хреновая история. Так если бы просто все нормально приехали, вот тогда бы, я говорил радио, поехали туда, поехали в этот палаточный городок, поехали поговорим с ребятами. Да я же знаю половину там. Я с половиной с кем-то рос, с кем-то, извините, там в молодости там какие-то романтические отношения были, с кем-то, значит, кто-то родня там была близкая. Слушайте, я говорю, поехали поговорим. Нет, мне запрещают говорить. Мне сказали, мы с террористами не ведем переговоров. А потом сказали, что, оказывается, ведем. Ну, то есть там как-то уникальная такая интересная игра была. И Ради себя вел как мудак, конечно, в этой ситуации, безусловно. Это интересно, что люди, ну, наше правительство сомневается, что люди могут нормально организоваться, там, я не знаю, противостоять. У вас совершенно нету доверия к народу, что ли? Вы как Нет, собираетесь? Айгуль, послушайте, я технолог, я вижу, что сколько стоит. Это первое. Второе, у меня есть инсайды изнутри. Я сидел с людьми, которые как бы знали, видели, получали, передавали, присутствовали при получении. Естественно, я знаю, что деньги получали немалые и много. И даже знаю, кто что купил там, кто Toyota Camry, кто еще чего. Слушайте, Руслан, ну давайте мы не будем... Давайте, слушайте, я же вас не обманываю, я вам все, что есть, сейчас рассказываю. Нет, да? я не говорю, что вы меня обманываете, вы просто уводите. Я сама организатор, я не технолог, да, я организатор. Я в течение 10 лет организовывала татарско-башкирские мероприятия в Лос-Анджелесе. Мне не нужны были деньги для этого. Я просто народ вы знаете, собирала. в Лос-Анджелесе деньги не нужны для того, чтобы собрать несколько десятков человек, единомышленников, которые у вас есть. Провести мероприятие. Я своих денег использовала, я имею в виду вот это. Я не собирала. Айгуль, но я просто даже знаю... Айгуль, послушайте, пожалуйста, когда приехал в Башкортостан, и когда там перехват власти шел, да, смена, как бы, да, одних на других, там Максим Михайлов тот же самый, да, бывший вице-губернатор, тоже по внутренней политике. Я просто русской терминологией пользуюсь, извините, что я так называю, как бы мне не нравится, что у нас там генерал-губернатор, но что уж есть, то есть. Вот мне Максим Михайлов просто рассказывал про большие денежные потоки, которые шли на всю эту движуху. И он сразу мне дал понять, что это вот оттуда, что это занимаются роторы, что поэтому мы как бы не были против, и ты тоже в это дело не лезь, а то жуют и выплюнут. Ну, собственно, так оно и случилось. Я предлагаю все-таки сойтись на том, что, может быть, это так оно и было. Но еще раз, да, это же не главное сейчас. Это уже не имеет значения. Я с тобой согласен, Руслан, это не главное, это правда. Тут ты прав 100 раз.
Да. В Вот. таком случае, получается, если мы не верим, что народ может самоорганизоваться, тогда мы, получается, действительно будем поддерживать вот уголовные дела и решение суда, да, на 14 лет Руслана Габасова, потому что он, сидя в Литве, организовал Баймак. Кстати, Так да, ведь? вот Ну, я, можно к я этой теме тоже уже, перейти. Айгуль, получил свой приговор первый лет 8, сейчас мне там корячится 22 за террористическое сообщество. Поэтому я против, смотрите, я черным по белому говорю, да, я не люблю Руслана Габасова, мне не нравятся его политические взгляды, но я против того, чтобы его сажали за эти взгляды. Я за то, чтобы Руслан Габасов сидел в парламенте, а не в тюрьме, сидел в парламенте нового независимого Башкортостана, политически независимого от этой долбанной Москвы. Так, Получается, Ростислав, ты за развал России и за независимость Конечно, Башкортостана? я за развал России. Я за развал России, но не в экономическом смысле. То есть, как бы экономические барьеры в новой России, которая будет уже адекватная, не путинская, а какая-то постпутинская, да, и, соответственно, когда будет в Москве какой-то адекватный руководитель, все равно не должен он, черт бы его подрал, нам лесников назначать. Вы знаете, лесников нам назначает Путин сегодня. Мы доссорились уже с вами друг с другом до мышей, и нам лесника Путин присылает. Естественно, это все мы сами должны решать. Сколько уроков башкирского языка сегодня у нас? 0. Факультатив. Это тоже решает все Путин. Мы сами должны решать, какие уроки и чего у нас должны быть. И сначала народ должен Башкортостана спрашивать, весь, все 4 миллиона. И, соответственно, вот по ходу решать это дело. Естественно, политически я считаю, что модель Евросоюза, условно говоря. То есть есть какие-то общие органы, есть общая политика. А в решение нами наших вопросов не надо лезть. Я говорю нами достаточно условно. Я сам никогда не вернусь в Башкортостан, ни на какую исполнительную должность никогда. Потому что я не хочу пожимать руку своим бывшим друзьям. Я не хочу пожать руку Шамилю Валееву, который работает в полный рост на это СВО, кровавую дрянь эту. Вот я каждый день в окно вижу. Я каждый день выезжаю на мероприятия, где людей пытаются реанимировать. И я каждый день вижу, что творят там вот с помощью таких моих бывших друзей. Я не смогу подать ему руку. Не смогу. И никому больше не смогу. А их же на Луну не отправят, на Марс их не отправят. Расстреливать всех тоже никто не решится. Да и я бы не стал. Не поднялась бы все-таки рука. И, соответственно, просто вы там занимаетесь сами, когда все закончится. Закончится все скоро. Я буду где-то со стороны. Иногда, может быть, буду приезжать, но мне надо на могилу к отцу раз в год хотя бы. У меня там место силы. Деньги будете отправлять нам, да, эти олигархские? Что отправлять? еще раз. Олигархскими деньгами будете делиться. А у меня нет олигарховских денег. Я живу примерно на 2000 евро в месяц. Это не олигарховские деньги. И я не наворовал много, как там многие думают про меня. Да, народ утверждает, что вы вообще кошелек Хабирова и вывезли весь все ну да. богатство. До сих пор, причем, пусть вот это посмотрят. важно прокомментировать, да. Пусть посмотрят, как я живу, где я живу, на что я живу. Некоторые из присутствующих примерно это знают, поэтому чего тут я буду комментировать, усираться, доказывать, что я бедный. Я это все доказывать не буду, люди все видят. Люди видят со стороны, как люди живут, на чем ездят, как себя ведут, в что одеваются. Поэтому здесь мне совершенно бояться нечего, скрывать нечего. Я бы еще хотела добавить, у нас уже время заканчивается. Ростислав, вы согласны с тем, что чтобы собрать Евросоюз, нам нужно сначала получить полную независимость все эти республики, полная независимость какое-то время должны жить, и потом уже экономически собраться в одну кучу, как Евросоюз? Ну, так было бы неплохо, Айгуль. Но я еще раз, я же технолог, я реалист. Я думаю, что так оно, наверное, не получится. То есть будет какой-то Ельцин-2, да, скорее всего, да, когда этот карточный домик рассыплется, там сначала будет попытка какая-то, значит, каких-то постпутиноидов там как бы устаканиться и подоговариваться с Западом, подоговариваться с оппозицией российской, и с вами, в том числе, Айгуль, и с Русланом подоговариваться. Значит, у них плохо получится, все посыплется дальше, и, соответственно, вот будет развал, но не до конца, скорее всего. Скорее всего, все-таки на каком-то этапе это приостановится, и будет какой-то опять союзный договор, будет опять какой-то договор о разграничении предметов ведения. Все мы с вами помним его, да, когда Башкортостан жил более или менее свободно, и тогда вот и было самое развитие. И вот, собственно говоря, вот это все будет. На этом этапе, я думаю, что, возможно, развилка и туда, как вы говорите, и туда, как я говорю, да, оно, в принципе, не важно, как именно произойдет. Но то, что вот как сейчас, нельзя и невозможно, да, когда полоумный какой-то московский сошедший с ума шизофреник наших оболванивает и отправляет на мясо, и отправляет преступниками становиться, убийцами массовыми. Вот это точно невозможно, и это точно надо заканчивать хоть тушкой, хоть чучелом, хоть полным отделением, хоть частичным, хоть каким. Нет, я согласна.
Так, ну да, тут, как бы, мне кажется, вопросы такие, которые не вызывают дискуссии. Я, между тем, все-таки немножечко откачу назад, благодаря чату, который все-таки ждет того, чего, наверное, в общем-то, и Айгуль ждет с самого начала. То есть мы немножечко приблизились к общему знаменателю по вопросам прошлого, да, Куштау и так далее, вроде бы. Но люди, вот эти самые простые люди, которые по доброте душевной, да, по зову сердца защищали Куштау, они до сих пор таят обиду. Причем конкретные люди в чате пишут: вот про меня материал выходил очерняющий в Башинформе. Люди пишут, Ишмурат Хазрат, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Если где-то ошибаюсь, поправьте. В общем, вот такие люди с миру по нитке, они как бы, ну, целая армия. А сейчас это люди, которые в том числе являются лидерами общественного мнения в своих кругах. И вот они ждут для начала все-таки как бы изменений. Хотя бы. Вот эти конкретные люди, не в целом все. Если это возможно, если это уместно, если это требует, скажем так, время, то я считаю, что самое время. Вот. Слушайте, во-первых, я не могу... Еще раз, Айгуль. Я бы добавила, что изменений ждет башкирский народ. Ну, это, конечно, Айгуль, давайте так, вы фраза. за весь народ тоже не говорите, это как бы тоже натяжка очень большая. Да-да, я поэтому и уточнил, что есть конкретные люди, да. Ага. Да. Я не знаю, о чем конкретно статья идет про человека, которого сейчас ты, Руслан, упомянул. Я думаю, что было бы тупо представлять себе, что все заметки Башинформа пишу я, да. Да, еще раз, я признаю, как бы глупо это скрывать, что я был одним из самых влиятельных людей в республике. И да, я имел свое мнение по Куштау, оно радикально отличалось от того, что говорили другие, в том числе те люди, которые сейчас, значит, хотят от меня извинений. Еще раз, я уже это сказал дважды в этой передаче, я хочу еще раз сказать, что да, я был чрезмерно резок, я считаю, что это неуместно и нельзя делать в политике вообще. Я достаточно эмоциональный человек, и если кого-то лично я обидел, то я прошу меня извинить за это. Но сам факт, ребята, вы не осознаваете, все-таки вы не осознаете. Я от волнения начал говорить с башкирским, значит, башкирскими акцентными вариантами, как у нас говорят. Значит, вы не осознаете того, что вы работали осознанно или неосознанно, вольно или невольно, на людей, которые являются путинскими тварями, которые являются вот этим путинским политбюро, которое творит сегодня вот эту дичь, которую Башкортостан сделали окончательно колонией, которую Россию сделали изгоем, которую Россию сделали страной-агрессором и страной, которая никогда от этого не отмоется на нашем с вами веку. Вот это-то осознайте тоже. Это факт. Тут я присоединяюсь. Действительно, Ротенберги владеют на сегодняшний день БСК, соответственно, а это люди, те самые, о которых, как бы Ростислав говорит, тут не поспоришь. Результат именно этот. Но это сейчас все-таки за скобками. Мы говорим о другом. Ну ладно. Это очень смешно слышать от человека, который всю свою сознательную жизнь практически работал на Путина и с построения этой системы. Я работал не на Путина, Айгуль, это большая разница. Нет, я Путина всегда считал мерзким карликом и мышью ФСБшной. И когда Путин захватывал Крым, я открыто писал и говорил то, что я думаю по этому поводу. Откройте мой Facebook, пожалуйста. Он в публичном доступе. И там это будет написано. Там будет написано прямыми словами про Путина, что если кто-то решил поиграть великого императора недоделанного, то я в эти игры не играю. Это я говорил про Путина. Да, с Медведевым я работал. Я с ним общался. Я с ним фотографировался. Мы весело смеялись и где-то там гуляли. Да, это правда. Тогда он был адекватен. Потом его укусила какая-то муха. Я думаю, поэтому осуждать тех ребят, которые защищали Куштау, что они работали на Путина, это не должно быть с вашей стороны, я считаю. Ну да, все так или иначе работали на своем месте. Не работал. Простите? Я на Путина не работал, почему я не могу на систему, на режим, на формирование системы. Я отработала 5 лет на систему тоже. Работая в БСТ на программе «Салям», я тоже отработала. Я от этого не отрекаюсь, но я не работала больше. Я не строила эту систему, в отличие от вас. Поэтому очень смешно. Я строил эту систему, да? Конечно. Все мы так или иначе были в нее встроены. Давайте, ребят, ну что ж такое, ну просто кто-то больше, кто-то меньше. Я, может быть, и строил эту систему, да, но в Башкортостане я лично за свои деньги, как бы, да, которые сейчас мне очень бы не помешали, финансировал «Эхо Москвы», «Коммерсант», Уфа-Ньюс, Уфагуб. Вот это все выходило при моем прямом участии. Уфагуб – это ваша работа? Это в том числе моя работа, но тот Уфагуб, который перешел от этого дяденьки странного, когда вот они там писали про МОКАК, это не я. А когда они начали писать антирахимовские просто истории, это я.
Мгм. А как они строили башкирско-татарские отношения? Это ужасное было. В этом я не участвовал. Я прекрасно отношусь к татарам. Не надо мне приклеивать это вместе с Минихановым. Я этим не занимался. У меня, слушайте, если покопаться, там как бы у меня родственников разных много, да, и кто-то говорит «Хаумахалада», а кто-то говорит «Исамисас» вполне себе. Это Тут не- пишут, что архитекторы Крым-Наша, Хабиров и Сурков. Это вот по разговору о том, что Ростислав критиковал Путина за Крым, а Хабиров действительно же участвовал в этом. Как вот эти вещи сосуществовали, скажем так, да, позволяли вот Ну, дальше? Хабиров мне тогда и говорил о том, что он туда едет для того, чтобы не допустить кровопролития, что он хочет, чтобы все было хорошо, тихо, мирно. Я какое-то время ему верил. Мгм. А последний приезд в 2018 году, когда уже вроде как вот, ну, еще обнуления не было, но вот оно было скоро-скоро, это как можно на сегодняшний день объяснить, так скажем, с учетом того, куда уже пришли к тому времени, и что, в принципе, в стране выборов свободных тоже уже не было? Да, это большая была ошибка, не надо было туда ехать. Я просто очень хотел домой. Вот и вся история. Я думал, что я, будучи дома, все равно попытаюсь там сделать чуть-чуть лучше, чем если будет на моем месте какой-то другой идеолог этой республики. Я все-таки какие-то вещи делал неплохо. Я думаю, что, Руслан, ты знаешь, о чем я говорю. Распространяться не буду. Кто знает, тот знает. Мгм. Так, так. Тут пишут, что аспекты даже Ростислав спонсирует. Вот тяна. Аспекты не спонсирую. Сейчас, к Потрясающе. сожалению, нет чего уже спонсировать. Спонсировалку отобрали довольно давно. Минут через 15 после того, как я сказал первый раз, что Путин мудак. А вы продолжаете работать с Ходорковским, нет? Я иногда его встречаю на каких-то мероприятиях, работать я с ним давно не работаю. Я с ним работал только когда он вышел из тюрьмы, пару лет я с ним проработал. А когда последние вот там 2-3 года говорят, что я у него работал, это неправда. Я просто от него получил грант на развитие своего канала. Он просто мне помог. Он никак не участвовал ни в чем, ни в редакционной политике, не давал мне ни разу указаний за все эти Ну, годы. это и как себя называют вести. работал, как бы понятно, что если грант дал. Понятно, что он не вмешивался в редакционную политику. Нам никто не дает гранты для развития наших каналов. Вот у нас башкирский Ну, канал. значит, есть. вам надо как-то поработать над собой, может быть, найти какого-то хорошего технолога. Это опять-таки мы возвращаемся к началу нашего разговора, Ростислав, потому что когда ты начинаешь брать деньги, надо песню их петь, а мы хотим свою петь. Вот и все. Нет, мы споем ту песню, которую надо. Ну, мне кажется, все-таки не всегда. Вот если верить Ростиславу, он говорит, что Ходорковский денег дал, но ничего не требовал. Ну, наверное же, все-таки основная эта линия партии была прописана, что там против Путина, условно говоря. Нет, никакой этой линии нет на самом деле. И ты можешь спросить у любого, кто работает в любых СМИ, которые имели или имеют финансовую поддержку от Михаила Борисовича или от Леонида Борисовича, на самом деле тоже. И они никогда не лезут в редакционную политику. Это их просто практика обычная. Поэтому это все ФБКшные ярлыки. А вот ФБК – это отвратительная дрянь. Это организация, которая прямо работает на Путина. Они просто охраняют путинский периметр. И если кто-то пытается нос из него высунуть, то моментально по этому носу следует тяжелейший удар, чтобы ни в коем случае никто не выезжал. Это тема отдельной дискуссии. У нас все-таки тут... они были одни. Окей, у нас Башнацдвижение к ФБК отношения не имеет, я же правильно понимаю? Одно время посотрудничали, зря, кстати, тоже. Не было сотрудничества, пока вот я уже с 23-го года с БНД не было сотрудничества. Это было пересечение, ну, я не знаю, на митинге в поддержку Навального. Но митинги в 21 году, они были не только за Навального, они же были в целом, как бы, ну, я не знаю, за свободу, если хотите. Понятно, что на этих улицах Уфы пересеклись это были люди. митинги, чтобы просто переписать всех активистов, чтобы при начале войны, чтобы все были уже, кто в СИЗО, кто за границей. Те митинги, которые были до войны, они специально для этого были соорганизованы ФСБшниками и Волковым. Я так думаю. Ой, ну это, по-моему, слишком теория заговора. Ну, Навального сел Нет, это тогда, не теория 17 заговора, января. история всех рассудит. История всех рассудит. По факту получилось, может быть, так в результате, но цели все-таки были другие. Ну, я этих людей тоже многих, как говорится, Какие же лично были цели? знаю. Свергнуть власть, это было абсолютно невозможно на тот момент. Ну, там у стен Белого дома, когда стояли 31 января, по-моему, это было, там казалось, что вот еще немножко и можно попасть внутрь, хотя зачем, спрашивается, да? Да, большой вопрос. У нас буквально 3 минуты, дорогие друзья. Давайте к чему-то приходить вообще. Вот по главному вопросу, я так понимаю, все-таки, да, если взять за основу, что мы все башкортостанцы, башкиры в частности, да, то есть башкорты, если быть более точным. Мы вообще все-таки сейчас чего хотим? Мы хотим все-таки как-то действовать сообща, или это не важно вообще на сегодняшний день? Пусть каждый делает свое дело, как знает, как умеет. Это не важно. Мне кажется, это очень важно. Потому что, ну, если мы говорим о том, что мы все башкиры, да, то есть башкорты, если быть более точным, мы хотим все-таки как-то действовать сообща, или это не важно вообще на сегодняшний день? Пусть каждый делает свое дело, как знает, как умеет.
Ну, смотри, можно, да? Я передал Да, слово. да. Я вообще почему захотел поговорить об этом, да? Потому что я увидел интервью Айгуль тебе, Руслан, и это интервью мне очень понравилось, потому что я увидел человека абсолютно здравого, абсолютно светского, абсолютно либерального. И мне показалось, что у Башкортостана, ну вот, например, с таким в теории, в перспективе лидером, да, или одним из лидеров, там, будущее есть. И поэтому я что хочу сказать? Я хочу сказать несколько вещей. Первую я уже сказал. Я никогда не вернусь в Башкортостан на постоянное место жительства и на постоянную работу в исполнительной власти. Исключено невозможно. Первое. Не надо со мной соревноваться, не надо пытаться меня там как бы подсечь на повороте. Все понимают, что власть скоро сменится. Я туда не поеду. Это прям вот с гарантией. Это первое. Второе. Значит, нам всем надо сейчас работать вместе. Даже если кто-то когда-то взял денег у Сечина или у Ротенбергов на какую-то дрянь, может быть, не понимая, что это Сечин и Ротенберги, может, не понимая, не веря мне, что эта дрянь в итоге будет, а так в итоге получилось. Надо просто эту страницу перевернуть и идти дальше. Я Руслану Габасову через Костю Чадлина это передавал. Мы даже в какой-то момент поговорили вроде, и вроде бы начали как бы выстраивать отношения. Потом опять это, значит, история с Куштау. И я думаю, что у Руслана, может, даже какие-то обязательства все еще есть. И поэтому вот просто он как бык на красную тряпку начинает бросаться, когда я говорю, что Куштау – это была та история, о которой я вам только что рассказал. А это других вариантов больше нет. Все знают, что это правда. Значит, надо эту историю переворачивать. Если кто-то продолжает там где-то тихонечко брать где-то рядом с Куштау, то перестать надо это делать, потому что это грязная история. И история тоже будет это помнить. Это второе. Третье. У нас есть реальные шансы сегодня в чем-то поучаствовать, потому что здесь, в Европе, и в Украине тоже все понимают силу и важность национальных движений. Все понимают силу и важность вот этого вот колониализма российского, к которому уже пошла изжога у народа, вот идет как раз уже у народа у всего. И, соответственно, это обязательно, конечно, надо раскручивать, надо помогать этому движению становиться на ноги. Я со своей стороны все, что нужно, готов делать. У меня есть канал, который смотрит там 100 миллионов человек в месяц. Пожалуйста, приходите, возьмите там, не знаю, распространяйте свои идеи, приглашайте людей, собирайте митинги в Европе. В России их сейчас тяжело собирать, и, наверное, было бы безрассудно предлагать эту площадку для этого. Но еще раз, если еще какие-то вопросы, которые я могу порешать, помочь, обращайтесь. Это моя родина, я скучаю по ней, я хочу, чтобы там хорошо все было. Я со слезами на глазах вспоминаю свой дом в деревне, своих родственников, песни наши и все остальное. Ростислав, надо, чтобы Айгуль успела ответить. Чтобы там было нормально все. Да, это Давайте, услышали. Айгуль, мысль какая, если есть, вот в ответ. Очень красивые слова. Спасибо, Ростислав, за предложение. Но я, как часть народа, как часть БНД, да, вот организации, не смогу перешагнуть через это. Поэтому спасибо вам за ваши желания, за ваши порывы. Тогда зачем мы разговаривали? Потратили зря полчаса. Ну, это вопросы, которые все-таки, ну, люди хотят. Я же вижу и по чату тоже как бы. Надо к чему-то прийти. Я не смогла объяснить, поэтому, как вы говорите, вот очень, очень кошмарно так отзываетесь. Я не смогла объяснить, я не смогла вас понять, поэтому я не знаю, ну, будем общаться. Ну, мне кажется, я перефразировал же. То есть Ростислав пытается давить свою линию, что, дескать, все это был развод. Но я пытаюсь сказать, что даже если и был, какая разница, боже мой, 15 тысячам башкортостанцев, которые вышли по зову сердца туда. Вот и вся история, как бы. И как бы у людей есть человеческая обида, что их тогда называли ваххабитами, экстремистами и террористами. За что люди... Среди них были ваххабиты, экстремисты были тоже. Ну, блин, боже ты были, понятно, 15 тысяч человек, даже по статистике там кто-то был, там и нацисты, наверное, были, и кто угодно, это как бы очевидно. Но это уже не важно. Ну что ж, друзья, спасибо большое, к сожалению, у нас время закончилось, и я всех благодарю, друзья и зрители, я опять же извиняюсь, потому что мы не можем продолжать, у людей есть дела, но мы, я думаю, что начатое как бы не бросим, и, соответственно, в будущем как-нибудь еще вернемся к таким разговорам, может быть, в другом составе, более расширенном, если хотите, и так далее. В общем, будьте здоровы, хау балагас, и до новых встреч. Хау балагас.